Здравствуйте! Сейчас эфир нашего канала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 15 часов дня 22 мая. Ольга Валерьевна, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Здравствуйте. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается крайне напряженной. Необходимо обратить внимание, что за текущие сутки на 8 утра 22 мая 2020 года по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия зарегистрировано 80 новых случаев. Из них 47 случаев приходится на город Якутск, 33 случая представляют уже наши районы. Сегодня необходимо обратить внимание на то, что большинство районных случаев, конечно же, сегодня составляет та ситуация, которая произошла в Намском районе. Как вы знаете, там объявлен указом главы Республики Саха-Якутия карантин, и на настоящий момент есть люди, которые у нас лечатся в инфекционном стационаре в селе Намцы, есть те, кто из намских лечатся в городе Якутске. Им, конечно же, мы желаем непосредственно выздоровления, как и всем тем, кто находится у нас в больницах. И есть те, кто у нас находится на амбулаторном лечении, лечение которое оказывают наши врачи Центральной Намской районной больницы. Жителям села Наслегас-Албанского прежде всего спокойствие, терпение и, конечно же, соблюдение достаточно жестких требований карантина для того, чтобы не дать очагу разрастаться. Особое внимание хотелось бы обратить внимание на и районы улусы, в которых появляются единичные случаи, они разрастаются. Это в том числе и Татинский улус, где у нас на настоящий момент уже практически 4 случая инфицированных. Это также Мегино-Кангаласский район, в котором постоянно увеличивается количество на 1-2 человека. Соответственно, и это также и Верхневилюйский район. Необходимо обратить внимание, что для промышленных районов Мирнинского, Нюрингринского, Алданского сегодня приток тех людей, которые являются зараженными, все-таки связаны в большей степени с вахтой. К сожалению, не только с вахтами, но и с теми рабочими, которые являются привозными. У нас порядка 5,5 тысяч человек сегодня приезжает работать в республику. Их отследить, мы их очень четко отслеживаем, но тем не менее появляются и случаи тогда, когда есть завозное заболевание на территорию республики. Что же касается сельских районов, я хочу еще раз обратить внимание на то, чтобы были усилены санитарные нормы и правила, и поэтому для них, безусловно, это заболевание является завозным. Еще раз призываю всех руководителей учреждений, бюджетных и иных организаций, пересмотрите свои графики командировок. Постарайтесь ограничиться в командировках для того, чтобы непосредственно не беспокоить сейчас достаточно перед летом хрупкое вообще состояние, в котором находится наш район. Нужно войти в сельхозсезон. Это очень важно. Что касается города Якутска, к сожалению, мы увеличили, исходя из того, что мы увеличили большое количество тестов, стали делать, и, соответственно, город Якутск не может не вызывать беспокойства. Поэтому огромная благодарность тем жителям города Якутска, которые сидят дома. Спасибо вам за то, что вы сохраняете это спокойствие, сохраняете терпение, за то, что вы сохраняете эту санитарно-эпидемиологическую обстановку, но, тем не менее, очаги городские, которые сегодня есть в городском округе, это семейные и корпоративные очаги. Поэтому здесь очень важно соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил на работе. Не нужно относиться к понятию этих правил как к чему-то формальному. Это уже часть нашей жизни. И сегодня в городе, особенно тогда, когда у нас впереди лето, нужно просто-напросто всем вместе собраться, внутренне собраться органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественности, нашим, соответственно, всем гражданам города для того, чтобы, собравшись внутри вместе, объединиться внутри, находясь в разных местах. Это очень важно. Спасибо за внимание.
Это был брифинг оперативного штаба Якутии с информацией о коронавирусе на 15 часов дня 22 мая. Оставайтесь на нашем канале. Оснований для задержки дополнительных выплат врачам, работающим с больными коронавирусом, нет. Об этом на заседании правительства объявил глава российского Кабмина России Михаил Мишустин. По его словам, деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов уже начали выплаты за май. Премьер обязал Минздрав и Федеральное казначейство держать ситуацию с выплатами медицинскому персоналу под жестким контролем. Прошу совместно с Минкомсвязью проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал государственных услуг, и докладывать мне о текущей ситуации ежедневно. По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Из них 5 миллиардов рублей направим на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием. К новостям региона. Территория взлетно-посадочной полосы аэропорта Среднеколымска освободилась от воды. Сейчас ведется просушка полотна. Возможно дальнейшее повышение уровней в случае сохранения заторов около Среднеколымска, сообщили в региональном управлении МЧС. Отмечается также, что вода ушла с 12 подтопленных ранее дворовых территорий. По состоянию на 8 часов по среднеколымскому времени нижняя кромка наблюдается на 365 километров ниже города Среднеколымск, в районе устья реки Амалон. Верхняя кромка на границе Среднеколымского и Нижнеколымского районов на 205 километров выше поселка Черский. С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано 28 природных пожаров. Об этом сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. Он отметил, что большинство из них – дело рук человека. За прошедшие сутки в тушении пожаров было привлечено 132 бойца и 23 единицы техники. Основные усилия МЧС направлены на защиту населенных пунктов и координацию сил и средств, задействованных в тушении пожаров. По сообщению авиалесоохраны, на сегодняшний день угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. В части тех пожаров, которые идут в зоне контроля, это рукотворные пожары, поверьте. Там местами даже этот снежный покров не сошел. Примерно в Антальском районе наверняка снежный покров не сошел, а уже у нас пожары идут. Это плохо организованная работа на местах. По-другому сказать никак нельзя. В Управдоре Вилюй рассказали о сроках открытия движения по наплавным мостам. Так, через реку Тюкян на 702-м километре открытие запланировано на 25 мая. Через реку Малая Батуобия на 1151-м километре на 5 июня. По Малой Батуобии возможна корректировка даты в зависимости от погодно-климатических условий. Также Управдор Вилюй просит пользователей дороги принять во внимание, что сквозной проезд до Мирного будет возможен не ранее 5 июня. На территории ленских дач открылись совсем не лесные пейзажи, а, к сожалению, огромная гора мусора. Кто в итоге должен следить за порядком в летнем поселке, узнавала наша коллега Марина Крутихина. Отвратительный запах по утрам. Привозим детей сюда подышать свежим воздухом, отдохнуть от города. И в итоге мы получаем вот этот. Свалка удачного дома СОТ агротехники не дает покоя Анне Комогорцевой. Женщина живет неподалеку и уже устала вдыхать смрад. Говорит, куча мусора у их дачного участка скоро исполнится 2 года. Их просто никто не убирает. Хотя собственники чего только не предпринимали. Пытались убрать свалку самостоятельно, просили помощи у администрации. Даже караулили грязнуль, кидающих отходы на землю. Но обращались один раз, я в том году ездила в администрацию, после чего нам ее почистили, но не до конца. И все на этом. Это был июнь месяц 2019 года. И Анна не единственная недовольная дачница. Вся улица устала от мусора и зловонного запаха. В некоторых домах даже появились крысы. Нам бы хотелось, чтобы убрали полностью этот контейнер, почистили. Мы бы сами даже вышли на субботник, помогли это все вычистить.
В администрации о проблеме знают давно и каждый год пытаются предпринять меры. Административная комиссия в составе эколога района, Государственного комитета экологического надзора уже выезжала с рейдом в район дач и общалась с дачниками. В этом направлении мы всегда проводим работу. У нас также жители как поселений Ленска, а также, в общем-то, уже есть информация от владельцев дачных участков, которые нам информируют ту или иную машину, то или иное транспортное средство, значит так, которое вываливает, грубо говоря, мусор и производит несанкционированную свалку. У нас есть уже такие материалы, мы работаем над этим. Что предпринимает администрация района? Произошло много изменений в законодательстве. Так, согласно 89-го закона, теперь уже 2019 года, об отходах производства и потребления, дачники, собственники дачных участков теперь должны будут свой мусор, вывоз мусора оплачивать сами. Свалки являются несанкционированными, то есть незаконными. И контейнера из этих свалок будут убираться администрацией. Предлагаем следующее решение проблемы – это собраться вместе с дачниками, решить. Администрация вправе установить сама контейнера, такие, которые будут удобны для вывоза мусора. Ну а дачники, в свою очередь, должны заключить договор на вывоз мусора с региональным оператором. Мусор уберут, контейнеры тоже. Помогут ли все эти меры борьбы с мусорными завалами, покажет только время. В ближайшем будущем на территории дачных поселков планируют установить камеры видеонаблюдения. Марина Крутихина, Олег Соснин, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Невероятная история с печальным финалом произошла на этой неделе в Мирнинском районе. У жителя мошенники выманили почти 1 миллион рублей. Ему позвонил якобы представитель компании «Национальная лотерея» и сказал, что тот выиграл 182 700 евро, то есть более 13 миллионов рублей. Для получения выигрыша нужно перевести всего-то 131,5 тысячи рублей. Мужчина согласился и перевел. Далее с него потребовали налог в размере 1 миллиона 341 тысячи. Немного поговорив, сторговались на 500 тысяч. Причем мужчина отдал не свои деньги, а оформил для этого кредит в банке. После этого сразу же появилась проблема. Из-за пандемии перевод денег из Германии затягивается и нужно еще 194 тысячи. Но и здесь организаторы-мошенники пошли навстречу. Мужчина перевел всего 100 тысяч рублей. Далее продолжил ждать выигрыша, но вместо псевдоорганизаторов мирнинцу позвонил другой человек, представившийся сотрудником банка. Сообщил о том, что у мужчины проблемы и его обманули мошенники. Далее, убедив его перечислить на счет 250 тысяч рублей, тоже ушел в небытие. Как нетрудно догадаться, псевдосотрудник банка тоже оказался мошенником. Итого аферисты выманили у мужчины 981 476 рублей. Большая часть из которых, напомню, кредитные. Только уже реального банка. И кредит, в отличие от тех же мошенников, никуда испариться не сможет. Однако в Мирнинском районе 29 молодых семей между тем улучшат свои жилищные условия в 2020 году. Несмотря на действующие ограничительные меры, вызванные пандемией, программа продолжает работать. Финансирование мероприятий предусмотрено из нескольких источников. Это федеральные, республиканские и местные бюджеты. В том числе средства поселений. Общая сумма социальной выплаты на 29 семей составляет более 25 миллионов рублей. Воспользоваться социальной выплатой молодая семья может на приобретение готового жилья, строительство индивидуального жилого дома, использовать для первоначального взноса при получении жилищного кредита или на погашение действующей ипотеки. Автопарк Нерюнгринской ГРЭС пополнился новой техникой. В рамках технического перевооружения приобретен новый бульдозер Т-35. Уже сегодня техника задействована в топливно-транспортном цехе на укладке угля в штабель, его смешивании и подаче в бункер сырого угля. Мощность машины позволяет производить 3 буксировки с подачей до 3000 тонн угля в смену. Преимуществом бульдозера являются его высокие характеристики при разработке мерзлых грунтов. Это уже 3-й бульдозер данной марки в автопарке Нерюнгринской ГРЭС. Ну, работаем уже много лет на Нерюнгринской ГРЭС. И вот у нас тут случилось приятное пополнение парка. Получили новую технику, маневренную, мощную, Т-3501. Очень приятно на нем работать. Оснащен уже кондиционером. Ну и много приятных мелочей как в работе, так и в обслуживании техники.
Айсан Николаев посетил новый Саялык предприятия «Якутский скот». Там сейчас трудятся 4 работника и содержится 40 голов скота, 34 из которых дойные коровы. Переезд в Саялык состоялся 11 мая. Отделение «Кылыс» образовано в 2008 году. В настоящее время отделение является одним из лучших по показателям. За 12 лет через него прошло свыше 100 голов якутского скота в филиалах и хозяйствах Амгинского, Татинского, Верхневилюйского и Жиганского районов. Переезд в Летник очень важен для роста производства местной продукции. В сезон в Саялыках в среднем производится около 40-50 тысяч тонн молока высшего качества, что составляет 23-25% от всего валового надоя молока. Благодаря работе только ряда отдельных хозяйств, ряда энтузиастов удалось сохранить якутскую породу скота. И последние годы начались первые такие движения по ее сохранению и восстановлению популяции. Наша главная сейчас задача уже более активно эту работу проводить. И мы эту работу будем объединять под эгидой нашего казенного предприятия «Якутский скот». Мы считаем, что в ближайшие годы мы должны уже популяризировать эту породу скота с ее экологически чистым, очень вкусным мясом, абсолютно уникальным молоком. Ну и, конечно же, использовать ее как один из таких символов, в том числе, может, даже для нашего внутреннего и внешнего туризма. Так? Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что восстановление и разведение якутского скота – это одна из базовых задач нашего сельского хозяйства. О том, как обстоят дела на ленских молочных предприятиях, расскажет наш коллега Роман Токмаков. Утренняя дойка. Работницы Батамайского на ногах с 5 утра. Предприятие – главный поставщик молока в районе, потому подход к работе здесь периодически меняют. В прошлом году установили новый молокопровод. Еще спустя время с приходом нового руководства изменили условия труда. Мы с января месяца подняли заработные платы нашим животноводам и операторам машинного доения путем перехода их на сдельную оплату труда. То есть сейчас каждый работник Батамайского знает, что он получает зарплату от количества надоенного молока и от полученного привеса молодняка. Мотивирует не только работников предприятия, а также жителей всех сел района. Тем, кто имеет частные подсобные хозяйства, сдают молоко на выгодных условиях, получая от районной администрации 70 рублей за литр к положенным 10. Начали нормально принимать вроде. Но цена нас мало было, не устраивала. Но мы все равно сдавали, потому что лето все на покосе, все мужики на покосе, женщины в городе не могут возить. Вот уже 3-й год я сдаю. Выгодно сдавать стало молоко. А еще в ближайшее время для жителей сел Южная Нюя и Артанахар установят новые молокоприемные пункты. Районные власти при заключении контракта на поставку модулей значительно сэкономили, воспользовавшись услугами местных производителей. Я сегодняшний день в Армана здесь завод производит сэндвич-панели. Ребята имеют опыт изготовления гаражей, изготовления таких модульных зданий. Они вышли с запросом на Арман. Арман им предложил 2 молокоприемника стоимостью на 1,5 миллиона дешевле, чем предлагает Москва. Как только новые модули покажут свою эффективность, такие же установят в селах Чимча и Бичинча. Роман Токмаков, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Проведение единого государственного экзамена начнется в стране 29 июня. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях COVID-19. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, Путин считает необходимым провести ЕГЭ по всей стране. Он начнется 29 июня. Школы помогут выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей? Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ
на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года. Также президент поручил предусмотреть возможность сдачи ЕГЭ в течение следующего учебного года. И призыв на военную службу для выпускников 2020-го будет отложен. Российский лидер призвал ускорить подключение школ к скоростному интернету, но опроверг информацию о полном переходе на онлайн-образование. Цитата: «Те слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — сказал президент. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.